Сколько бабок в сейф попадает, столько пулей всаживает. Я ей сейчас сам такой урок преподам, ага. Да я все знаю про конверт. Бухгалтер тебя слил. Ты же обещала завязать! Я же тебе доверял! Ага, так доверял, что ж подставил! Я лучше к психологу пойду. Что? Опять во френд-зону, Александр? Привет. Мне нужна женская консультация. Либо мы встречаемся, либо я ухожу из твоей жизни. Ясно? Кто такой? Папаша чей-нибудь? Да, я папа. Интересно было бы посмотреть на этого Сергея. Чем он лучше, чем ты? Да, я картошка. Буряк. Турнепс. А Сергей, наверное, ризотто. Ты же сама говорила, что у вас там ничего нет. У нас все есть. Где же этот хахаль-то, Танин? Серебрянский, Серебрянский. Ты хочешь через ребенка разрушить гармоничные отношения его отца и женщины, которую ты любишь? Да, хочу. В кратчайшие сроки хочу. Я тебе не договорил про карму. Нашел. Мать твою, это же Никита. Прикинь, сын Серебрянского, это мой вождь школоты. Личный кабинет. Погон за лояльность к власти. Чувствуешь, а? Сам бы жил. Тебе отдал, но тебе полагается по статусу. Я уже документы подписал. Детский комплекс «Орленок». Что хочешь, здесь делай. Хочешь сауну, бильярдную, качалку. А? Ну окей. Я что-то еще должен или могу идти? Там это, Татьяна Санна, классная твоя, собирается на учителя года, в курсе? Ну да. Она очень дорога Олегу Евгеньевичу. Мишань, она не мне дорога. Она дорога в целом. В школе. А у нее там что-то шуры-муры какие-то несерьезные с твоим папашей. Я ее хорошо знаю. Натура хрупкая. Если твой папаша, не дай бог, обидит ее, она посыпаться может, понимаешь? И весь конкурс коту под хвост. Ну вы не переживайте. Я своего отца хорошо знаю. У них все серьезно. Ну, у твоего папаши. Таких Татьян Сан много было? Еще посчитаю. 3, 5. Ни одной. Но он все-таки не молодой человек, уже к выбору основательно подходит. Да. Да, пап, что-то случилось? А что, если папа звонит, то обязательно что-то случилось? А если папа соскучился? Ты в школе или еще пускаешь слюни на подушку? Во-первых, я никогда не пускаю слюни на подушку, а во-вторых, я дома. Ну и отлично. Сейчас папа приедет в гости. Вернее сказать, уже подъезжает. Что? То есть, куда? То есть я уже вышла, пап. Ну тогда я сразу в школу. Нет, стой. То есть, я сейчас вернусь. Ты не так часто приезжаешь в гости, я не так часто прогуливаю. Все, пока, увидимся. Быстрее, быстрее. Ну, скоро придут мои родители. Они очень консервативные. Звонила Света, там проблема, Лев, температура. Вот, увидимся. Я и не мог поступить иначе. Не так воспитан. Понимаете, я оставил ей все. Квартиру, бизнес, сердце. А потом понял, что жизнь, она как пирог с ликером. Горькая и противная. Кстати, вы не хотите пирог? Алло, Полин. Это очень хорошо, что ты не пишешь смс, а сразу звонишь. Слушай, я всю ночь катался на троллейбусе. Мне очень плохо. Во всех смыслах. Ты можешь мне не звонить, не писать по ночам. По утрам тоже вообще не пиши. Потому что псих – это псих. Можно я приеду? Короче, через 2 часа приходи, я отдам. Доброе утро. Ого, уже 8. Поеду-ка я
В клуб съезжу. Ну что, до вечера? Так рано? Так нежданчик. Для бара после смены. Как говорится, контроль превыше всего, да? Сергей интеллигентней, опытнее, успешней, эрудированней. Что ты мелешь-то, а, Мишань? Что ты по верхам-то все кладешь? Ты вглубь копни. Интеллигентнее. Он старый, а я молодой, моложавый. Потом я не библиотекарь. Осталось в этом Танюху как-то убедить. Покажи ей паспорт. Таня не глупая женщина, знает, кому сколько лет. Что ты бесишь-то меня, а? Не знаешь, что сказать, отдыхай. Алло. К вам поднимается милиция. Все, Мишаня, приплыли менты за тобой. В окно сиганем. Максимум пятки им сломаем. До ограды доползем, там психу брякнем, он заберет. Руки вверх. Ой, вот встреча так встреча. Кши. Здравствуйте. Быстрый у тебя карьерный рост. Пойдемте, я вас к дочурке провожу. Как сыр в масле катается. Все новое купили. Форма, юбка, портфель, маркеры, степлеры. Во. Но я вообще-то к тебе приехал. Мишаня, мой духовник. Ну, рассказывай, Чего? что у вас там с Татьяной? Время идет. Приглашение на свадьбу мне никто не присылает. А мне внуки нужны. Вы оба тоже не огурцы, да и я не морковка. В чем дело? Я приехал разбираться. Чего, она сама не рассказывала? О чем? Ни о чем. Разговор, чувствую, долгий будет. Может, я под разговор-то в Славняк метнусь. Кровать там куплю, стакан гуляша. Вот. Ты, это, Михаил, пока он гостя развлеки, как ты умеешь. Молча. Не, ну ты чё паникуешь-то? Пригласи папу к Сергею. Пусть он увидит, что ты не с копеечным учителем живешь, а с серьезным человеком. Зачем я буду папу опять в отношения втягивать, Свет? Нет, я не мастер организации всех этих семейных встреч. Пусть все как-то, не знаю, органично произойдет. Ну как органично, если ты бегаешь? Света, ну ты же знаешь моего папу? Ну, просто Сергей, он немного старше. Нет, он в нормальной форме. Ну, просто мне кажется, что я смотрю с ним как с отцом. Не, ну ты знаешь, это все стереотипы. Вон у Левы дядя, ему 58 лет. А ты знаешь, какая трапеция, попа как орех. Между прочим, не такая дряблая, как у Льва. Потому что он мясник. Физический труд. Ладно, хорошо, заболтаю папу, расскажу ему про школу, про конкурс, про Олега, наконец, расскажу. Ну, пусть он немного загрузится, а про Сергея как-нибудь потом. То есть вот так резко за один день у Никиты образовались проблемы? Не, проблемы давно образовались. Просто сейчас руки дошли. Через полчаса подъезжай, так сказать, перетрем твое воспитание на доверии. Давайте перенесем этот вопрос на понедельник. Можно и на понедельник. До понедельника как раз есть время промониторить ближайшие ПТУ на предмет дальнейшего обучения. Все, жду. Теперь у нас есть свой офис, в котором пахнет сыростью и крысиными какашками. Сань, ты запомни этот момент. Когда мы продадим наш стартап и у тебя будут брать интервью, расскажешь, как мы начинали. Круто, но может сегодня без бизнеса обойдемся? Окей, без проблем. Первое правило успешного бизнеса какое? Хочешь – работай, не хочешь – не работай. Что делать будем? Звучит тупо, но я пришла просто поболтать. Когда ты рядом, мне кажется, все супер. И даже погода лучше. Может, прогуляемся? Типа. Да, Лёпа. Привет. У тебя в школе нормально все? Да все отлично.
Тебя с утра директор искал, а я сейчас прогуливать пойду. Хорошо. Держи меня в курсе. Давай, пока. Куда отправимся? Усач! Иди сюда! Иди сюда! А нам нельзя, засада там. Ну, в смысле, засада здесь. А там приманка, понял? Дядь Псих, я всю ночь не спал и не был готов к такому перепаду температур. Я просто хотел попроситься к Олегу Евгеньевичу. Его нет. Я тебе сейчас же погревку включу. Как? А туда нельзя. Все равно, понял? Это человечка одного жду. Надеюсь, что одного. Какой-то сивый Мерин всю ночь Поле смс-ки на телефон писал. Точно. Кто-то из ее старых клиентов. Сейчас мы этому пихарю с тобой инвалидность пропишем, а? А если это не пикарь, а просто, ну, друг? Сейчас мы этому просто другу просто пису оторвем. А теперь вместо моего друга сидит бомж. А друг без документов, без имени, живет сам по себе. Как считаете, реальная байка? 5 лет назад не поверил бы. А сейчас все может быть. Да, Танечка? Пап, ну ты где? Ну, я знаю, что ты не подготовилась. Ну, ничего, ты спокойно наводи порядок и приготовь покушать. А я тут со старым приятелем встретился. Да, еще пару баек, и я к тебе еду. Пап. Гуляш, гуляш. Ну что, по 50? Давай ближе к делу. Я тут не гуляш хлебать приехал. Мы с Танюхой разбежались. Меня-то отправили на пару месяцев на всероссийский сходняк педагогов. Я пока науку-то поднимал в регионах, ее какой-то шустрый дед захомутал. Какой еще дед? Шустрый. Мозги и так прополоскал. Она вообще меня не слушает. Одна только надежда на ваше, так сказать, влияние. Ну что, я должен ваши разборки разгребать? Не надо. Я вот что думаю. Я просто думаю, может быть, вы на правах отца, может быть, устроите какую-то очную ставку между претендентами на руку и сердце, между молодым и старым этим. Живца-то. И дед бежит. Угу. Это как клубок. Я все запутываюсь. И уже не знаю, как снова сделать Валю просто другом. У меня по молодости была похожая ситуация. Только со стороны Вали. Думал, что очень сильно люблю одну девушку. Встречались долго, 2 месяца. Ну, а потом переспали. Все, отпустила. Переспали? А ты уже? Саня, мне 16 лет. Не знаю. Секс ради расставания. Мне кажется, не готова к такой схеме. Ну тогда забей. Зачем париться, если ты ничего не можешь изменить? Ну, теперь понятно, почему она мне ничего не говорила. Выводы делай, Сережа. Вообще про тебя ни полслова, ни одной буквы, да? Ладно, а тебе тоже ничего не говорила? Да. Сколько лет? 56. Разведен, 3 детей без ВП. Зато своего АМ и ЖП. Ну как, шифровальщик. Обратите внимание, с каждым новым дядькой все старше и старше выбирает. Скоро до стариков дойдет. Ты ее любишь? Как вы верно сакцентировали, я не подросток. Поэтому в такой форме общаться на тему своих отношений не собираюсь. Прошу не обижаться. Ты как с отцом разговариваешь, а? Не любит. Сразу видно, а я люблю. Смело. За спиной женщины жалуются ее отцу. Что-то запутался я, Валентин. Мне когда Марина изменила, понял я, что что-то не так делаю. Думал, с Полей вообще все по-другому будет. Ну что, не хочешь дома киснуть, пожалуйста, должность трепухи. Опять же таки, что, как надо по бабским делам, вообще не вопрос. Даже отвезу. Но чую, что меня все равно вокруг пальца водят.
Вам повезло, у вас хотя бы разные женщины вокруг пальца водят. А меня одна. И несколько раз. Значит, мы с тобой оба в тупике. А что надо делать, когда ты в тупике? Пробить его. Вот он, СМС-очник. Я вот о чем подумал. Интересная ситуация получается. Вы беспокоитесь, что время идет, а ваша дочь не устроена, внуков нет. Сергея беспокоит, что как-то не так знакомство с отцом произошло, и почему Таня умолчала, что отец здесь. Ну а Фома? Хотелось всего из этого извлечь выгоду, но не понимает как. Михаил, ну куда вы лезете-то с своей философией? Здесь все взрослые люди. Кто-то постарше, кто-то помладше, да? Сами разберемся как-нибудь. Я договорю. Вы хотите доказательств, что Таня не ошиблась с выбором, правильно? В общем, да. Ты, Фома, хочешь доказать, что ты лучше Сергея, и это как минимум. Долго, Мишань. Ну, а вам, Сергей, вся эта ситуация кажется тупой, но вы тоже не хотите проигрывать. Примерно так, да. Великолепно. Есть глупое предложение, которое разорвет весь этот павлиний круг, но всем все докажет и расставит на свои места. Битва на сперматозоидах. Вот хрень какая-то. Извините, но нет. А что, может, кто-то боится, а? Мне нравится. Спасибо, братан. Ладно. Ситуация и так тупее быть не может, поэтому почему бы не усугубить? Я готов. Лови бразильскую систему! Анекдот слышала? Как ты раз муж домой с работы приходит? Леша, это курьер! Он принес мне книги по психологии. Ты курьер? Ладно, извини. Мужчины, вы серьезно? Все? Нет, только эти двое. Смешной у вас рыцарский турнир. Какой это не турнир, так, сяськи-масяськи. У кого-то копье, у кого-то кортик. Мне вот это не надо. Не пионеры. Пошли отсюда. Женщина, я с пионерлагеря не телебомкал. Может, подмогнешь за почетную грамоту? Тогда считайте, вы проиграли. Ясненько. Ради Тани. В 88-м голландцам не стыдно было проиграть. Тем более в финале чемпионата Европы. Да, хороший год был. Таня как раз в школу пошла. Люблю. Мой ответ про Таню. Давай на «ты». Привет, скорострел. Это все? Присаживайтесь, доктор вас вызовет. Мы же только вчера договорились доверять друг другу. А я доверяю. Просто небольшая проверка. Не, а что ты смотришь-то? СМС-ки по ночам звонит кто-то. От меня все время шкеришься. Я же тебе сказала, что я буду психологом. Это смс-ки от Вали. Ему нужны мои советы. Хоть Валентин, а? Додик, бля. Расскажи мне, что тебя тревожит? Не держи в себе. Вот только мне свою эту психическую фигню не впаривай, а? Хорошо, хорошо. Ну, рассказывай.
Что тебя напрягает? Ты что, одеваешься как проститутка, а? И все на тебя пялятся. Но я же это делаю для того, чтобы тебе все завидовали. Угу. Да, ради тебя. Ну не гони. Правда? Муся, я либо буду помогать людям головой, либо телом. Но помогать у меня в природе, понимаешь? Ладно. Только твоя эта вся психанутая помощь на дому. Хорошо. И каждого клиента утверждаю я. А, и еще. Со всех мне процент. Ах, ты мой маленький сутенерчик. Первый образец. Плотность в норме. Активный, результат хороший. В принципе, можете даже продавать избыток. Поздравляю, Сергей. Вот Сергей. Простите. Там со вторым чего, а? Давай, не тяни. Там, наверное, плотность вообще как в метро в час пик не протолкнется. Второй образец. Да нет, знаете, в принципе, такие же абсолютно показатели, идентичные, все то же самое. Ты это, не размазывай кисельные берега-то. Давай на этих головастиках мерь. Ладно, дотошный вы мой. У вас активных сперматозоидов на 0,1% больше. Съела! О как! Надо было придатки беречь с девичества. Ну, чему ты радуешься? Обогнал человека, который старше тебя на 10 лет на 0,1%. Важно не количество, важно качество. Порода, понимаешь. Моего одного запусти в эту библиотеку, порвет всех его иных. Ну ладно, знаешь, порвет. Я тебя только прошу об одном. Шутки шутками, но Таня должна выбрать сама. Не мешай ей. Не мешай. Кто там? Валя, это я. У меня ключ почему-то не подходит. Потому что я поменял личинку. Зачем? Александр, если тебе интересно с другим, то и жить надо с другим. Может, это звучит жестко, но это так. Валь, ты прав. Я постоянно тебя использую. Но если бы мы снова могли дружить... Нет. Нет больше мягкотелого Вали. Есть только хладнокровный Валентин. Пожила со мной, теперь поживешь без меня. Саш, не уходи, пожалуйста. Я перегнул палку, и смена замков – это очень глупо. Это просто я устал от неопределенности. Сейчас я готов к дружбе. Серьезно? Да, только пообещай мне, что когда ты будешь готова к отношениям, мы снова, попробуем. Возможно. Дверь отпустите, рептилоиды! Большие победы из маленьких куются. Это первая победа. Намек понял. Закатим пир на весь мир. Пущай по усам течет. Попробуй проще. Ты хотел доказать, ты моложе Сергея? Ты доказал. Но Тани здесь нет. Вывод. Ты неправильно формулируешь желание. Сейчас правильно сформулирую. Идите, Мишаня, в задницу. Так нормально?